Всем добрый день! Хочу показать сегодня и рассказать про мои ножи, про мои якутские, якобы якутские ножи, да, на самом деле к якутским они никакого особого отношения не имеют, как и все, собственно, остальные якутские ножи, которые другие люди делают, да. Вот такие я делаю, очень популярные, просто люди спрашивают, на фотографиях, может, не очень хорошо видно, давайте я покажу. Это большой якутский нож. Я его называю, там, скажем, медведь, да, немножко он в масле, конечно. Рукоять из сувеля березы. Сувель березы, сталь 9 ХС, вот точно такая же, как мы тестировали в прошлом видео. Вот такой вот широкий дол. С другой стороны следы подковки оставляю я всегда. Заполирован он почти в зеркало. Скажем так, сатин какой-нибудь тысячный, наверное, с последующей полировкой. И рукоять шикарная, пропитана вся насквозь очень дорогим маслом. Масло экологически чистое. Вот такой вот нож. Сидит в руке удобно, хорошо, большой, массивный. Можно повесить на стеночку, можно использовать. Заточен он очень прилично. Не буду я резать бумагу. И так уже все режут. Вот такой ножик. Вот такой ножик. Цена такого большого ножа у меня порядка 2500 рублей. Многие говорят, что зачем такие большие ножи нужны якутские. Но на вкус и цвет, товарищи, нет. Кому-то нравятся большие, кому-то маленькие, кому-то на стеночку повесить, кому-то на охоту пойти, кому-то колбаску перед друзьями попонтоваться, порезать. Поэтому вот такой вот нож из благородных пород древесины. Рукоять из хорошего металла, сделано само, собственно, лезвие. Все, я считаю, достойный, красивый, большой нож. Я могу сделать как для правши, так и для левши делаю ножи. Уже люди покупали, пока все довольны, пока претензий никаких нет. Закалочка, можете посмотреть, есть видео про тесты. Я в конце укажу сейчас ссылки на эти видео. То есть все, закалочка, рубит он рога, рубит он древесину, делает все что угодно. При этом он абсолютно не тупится и не ломается. На всех моих ножах идет зонная закалка, здесь тоже. Лезвие закалено сильнее, обух, соответственно, слабее, да, поэтому он на излом его не взять, он не сломается. Кромочка тоже довольно грамотно закалена, поэтому она не будет ни выкрашиваться, ни тупиться. Как будто. При этом цена очень невелика. Для тех, кто хочет подороже нож, я делаю ножны из бересты. Очень красивые ножны из бересты. Как-нибудь я их покажу. Фотографии есть. Фотографии сейчас ставлю. На самом деле видео на данный момент нет, потому что давно я не делал их. Люди хотят заказывать подешевле, но без ножен. Так. Все. Вот такой нож. Всем пока. До новых встреч на моем канале.